Доброе утро всем телезрителям телеканалов Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня на календаре 10 августа, среда, середина недели. И вновь мы встречаем этот день вместе с вами в программе «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин. И всю эту неделю вместе с вами пробуждаюсь здесь на нашем телеканале. Как всегда, мы приготовили много чего интересного. То, что поможет вам, во-первых, начать день с полезной информацией, во-вторых, зарядиться позитивным каким-то настроем на свершение новых дел. О чем поговорим сегодня? Ну, во-первых, приближается новый учебный год, и с гостем в студии мы поговорим о том, насколько регион готов к новому учебному году, все ли школы укомплектованы кадрами, будет ли с 1 сентября в школах звучать гимн России и как этот проект будет реализовываться у нас в республике. В нашей постоянной рубрике «Полезные советы» мы расскажем, как подготовить теплые вещи к зиме, а в рубрике «Мой доктор» расскажем о сбалансированном питании. Во втором блоке нашей передачи у нас в гостях будет куратор приюта «Мать и дитя», где с ней мы поговорим об этом проекте, какая помощь оказывается женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Так что будьте с нами и не забывайте, конечно же, про способы обратной связи. Так, например, всегда вы можете отправить на наш номер какие-то поздравления, хорошие свои новости, поделиться полезной информацией. Номер простой: 8 914 273 4488. Видите вы его на экране. И, к слову, вчера пришло нам сообщение очень приятное, которое я сейчас хочу зачитать. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вчера, к сожалению, времени у нас эфирного не хватило на это. Сегодня мы им располагаем. Коллектив кафедры анатомии человека Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова сердечно поздравляет ветерана кафедры, отличника здравоохранения Республики Саха-Якутия и Российской Федерации, ветерана труда Республики Саха-Якутия Галину Николаевну Яковлеву с юбилейным днем рождения, с 75-летием. Желаем здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни. Вот такое замечательное поздравление. Ну и у вас, дорогие телезрители, тоже есть всегда возможность поздравить близких, коллег и так далее при помощи номера, который я уже сказал. Помимо этого, не забывайте про наш телеграм-канал «Утро Якутии». Найти его достаточно просто. Заходите в телеграм, в поиске слитно пишите «Утро Якутии», и канал найдется сам собой. Либо же используйте QR-код, сосканируйте его, на экране вы его сейчас видите, и также на наш канал вы попадете. Ну а начнем традиционно наш выпуск мы, конечно же, с информации о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 10 до плюс 14 градусов. А в заречной группе от 12 до 17. В южных от 10 до 12. В Вилюйской группе от 7 до 12. В нижнеленских районах от плюс 10 до плюс 15. В западных от 11 до 14. В Колымо-Индигирской группе улусов от 10 до 17. В янских районах от плюс 7 до плюс 13. На северо-западе от плюс 12 до плюс 14. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 11 градусов со знаком плюс, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем ожидается небольшой дождь ближе к вечеру, ветер 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в Якутске сегодня прогреется до отметок 24-26 градусов. Мы перейдем к новостям и вообще информации об предстоящем учебном годе, наступающем новом учебном году. Между тем, педагоги начальных классов, учителя, предметники и воспитатели требуются более чем в 15 районах республики. В Якутске продолжает свою работу оперштаб по содействию в трудоустройстве выпускников вузов и педагогических колледжей, а также граждан, находящихся в поиске работы для дальнейшего трудоустройства в отрасли образования. Продолжит тему Валерия Наумова. Штаб по трудоустройству учителей работает уже более месяца. Каждую неделю Якутск посещают представители различных районов республики для поиска кандидатов на рабочие места в школы и учреждения дополнительного образования. На этой неделе приехали представители Сунтарского и Мирнинского районов. В Мирном в этом году будет открываться новое здание Центра дополнительного образования, куда требуется несколько педагогов дополнительного образования по разным направлениям. Это будет очень современное учреждение, в которое мы ждем творческих молодых людей, которые будут заполнять вакансии. Ну и кроме этого у нас во всех школах тоже имеются вакансии по таким предметам, как и в остальных районах: учителя математики, русского языка, иностранных языков и так далее.
Всего по республике на сегодняшний день открыто более 900 вакансий для трудоустройства. Нехватку кадров в сфере образования в сельской местности связывают с несколькими факторами. Первостепенно – это низкая заработная плата, но есть еще, о которых не всегда задумываются. Желающих туда идти работать и среди студентов, и среди выпускников педвузов, к сожалению, в последнее время особенно не хватает. Потом особенно остро встал вопрос гендерного дисбаланса, то есть в школах работают одни женщины. Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются учителя, не стоит забывать, что одной из самых уважаемых и одновременно трудных считается работа педагога. Для детей учитель является значимой фигурой, обязанной обучать не только школьным премудростям, но и жизненным. И чтобы быть учителем, нужно быть вообще впереди всего нового, что в мире, во всем мире творится. В сельских школах тоже у нас есть и интернет, и дети занимаются гаджетом, дети также развиваются, что в деревне, что в Москве одинаковое развитие идет, поэтому это очень, мне кажется, мотивирует. Это самая благородная профессия – учитель. Не стоит забывать и про программу «Земский учитель», которая стартовала в Якутии в 2019 году. Прежде всего, она направлена на восполнение дефицита учителей и ориентируется на школы, находящиеся в малых населенных пунктах. На 2022-2023 учебный год Министерство просвещения России предоставило республике 15 вакансий. Также на следующей неделе пройдет ярмарка педагогических вакансий, которая поможет как работодателям, так и соискателям. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Ну, а мы продолжим говорить на тему образования. И наш первый гость эфира сегодняшнего – это министр образования и науки Республики Саха-Якутия Ирина Любимова. Ирина Павловна, доброе утро. Доброе утро. Действительно, все меньше остается времени. Уже можно финальный отчет делать до начала нового учебного года. 3 недели там с небольшим. Как сегодня республика готова ли встретить, как идет подготовка к этому новому учебному году? Ну, еще раз доброе утро. На самом деле подготовка нового учебного года у нас начинается еще с весны. Мы комплектуем наши педагогические кадры, во-первых. Во-вторых, мы готовим наши объекты. Образование – это детские сады, школы, учреждения доп. Образования. Сегодня вовсю идет подготовка объектов, это ремонтные работы. Ну, помимо того, что у нас федеральная программа капитального ремонта, 58 учреждений, есть и ремонтные учреждения, 380, которые муниципальное образование сами ремонтируют. Это объекты и сады, и школы. Сегодня идет активная приемка школ, и 56% образовательных объектов сегодня готовы. Мы должны 15 августа все это закончить и все сдать на 100%. То есть вот буквально меньше недели осталось, да. 15 августа. Успеется? Успеем. Хорошо. Вот буквально перед тем, как мы начали наш разговор, посмотрели сюжет про трудоустройство. Насколько сегодня вопрос трудоустройства учителей решен, укомплектованности точнее даже? Ну, как я говорила уже, значит, комплектование кадрами мы начинаем прогноз еще с января месяца на следующий учебный год. И на сегодня, как обычно, как все года, более 900, значит, вакансий у нас. Это учителя в основном начальных классов, учителя русского языка, математики, в основном химии, биологии, они очень нам нужны. Мы проводим неоднократно в течение года ярмарка вакансий, мероприятие такое. Ну, такое мероприятие проводится для выпускников и для тех, кто ищет работу учителя в разных районах нашей республики. Приезжают сами работодатели и принимают на работу. Вот. Ну, есть у нас в регионе свои программы, не только земский учитель, федеральная программа, о которой в сюжете было, да, 15, сегодня квот мы имеем, все квоты заполнены. Есть у нас учитель Арктики, мы поддерживаем учителей, которые выезжают в арктические и северные районы, поддерживаем, оплачиваем их проезды, подъемные оплачиваем. И есть программа «Жилье» нашей республики, тоже второй вид поддержки учителей, которые ежегодно вот тоже выезжают, заключают договора на 5 лет, и, значит, поддержка 2,5 миллиона. В основном ежегодно это более 20 учителей такие, ну, в основном молодые учителя выезжают, и мы их поддерживаем. Вот вы сказали про поддержку учителей, выезжающих в северные арктические районы. Я так понимаю, что наибольший дефицит кадров – это как раз-таки север республики. Да, это северные районы.
района, Аймиконский, вот Тампонский район, Анабарский. В основном все северные районы нуждаются в кадрах. А южнее севера дефицит есть или там более-менее? Да, есть. Они открывают вакансию, но руководители муниципальных образований, управления образования, они закрывают, они ищут кадры, в основном закрываются они. А куда можно обратиться? Вот человек, допустим, хочет поехать на север преподавать. Где? Да, это очень хороший вопрос. Все, кто сейчас ищет работу, могут подойти к колледж связи у нас в городе Якутске, там есть кабинет. Мы принимаем всех желающих. Давно уже работает этот кабинет приема молодых учителей. И 19 числа августа у нас будет ярмарка вакансий в Якутском педагогическом колледже. Туда могут подойти и искать себе, найти себе работу. Ну и, в принципе, попасть под программу поддержки. Да, конечно, да. Ага, вот вернемся к вопросу подготовки школ непосредственно в здании. Есть, наверное, такой момент, что у нас летом случилось природного характера ЧС, да, Верхоянский, Кобяйский, Улусы пострадали от наводнения. Понятно, что нужно просушить здание и так далее. Там школы тоже нужно готовить. Как там идет подготовка? Все ли хорошо, все ли по плану? К сожалению, да, дождевые паводки у нас в основном в Верхоянском районе. Объекты образования пострадали. Здесь, значит, 4 школы и 5 детских садов идет, значит, восстановительная работа. Здесь, конечно, и правительство помогает, и муниципальное образование помогает. Здесь не только объекты готовятся, мы и детей готовим. Сегодня у нас федеральный центр поддержки детей нам помог школьную форму и спортивную обувь подарили всем детям Верхоянского и Кобяйского района, которые попали в наводнение. Да, вот и еще говоря про подготовку, в Якутске тоже есть проблемный момент, это первая школа. То есть с созданием первой школы не все хорошо, как хотелось бы, да. В новый учебный год учащиеся этой школы, где будут начинать, может быть, какое-то уже определили помещение, корпус? Ну, мы знаем, что не первый год вопрос первой школы у нас стоит, и правительство выкупило объект, старый объект колледжа, учебный корпус, и там проведена такая ремонтная работа, очень большая работа проведена, и сейчас буквально объект готов, мы уже к 25 августа должны выдать лицензию, поэтому, значит, управление образования города Якутска идет такую подготовительную работу, восстановительную работу, ремонтную работу и кадры там готовы. Ирина Павловна, мы сейчас после короткой паузы с вами нашу беседу продолжим. Дорогие телезрители, сейчас прервемся ненадолго и далее также продолжим говорить про подготовку к новому учебному году. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Очередная стратегическая сессия по разработке мастер-плана города прошла в столице Южной Якутии. В течение 2 дней участники работали над концепцией пространственного развития новой экономической модели Нерюнгри, учитывая общественные и культурные функции. В первый день была проведена общественная экспертиза и публичные обсуждения наработок Сибирской лаборатории урбанистики. Во второй день внимание уделили анализу тех проектов, которые команды уже готовы реализовать. Итогом всей этой большой работы станет полноценное исследование. А те наработки, которые вносят местные жители, лягут в основу разработки мастер-плана. Сотни людей дали свои предложения. Есть сайт «Идеи для Нерюнгри», на который люди пишут свои пожелания, вопросы задают. Это полностью публичный большой процесс. Плюс в сессии приняло участие вчера порядка 70 человек, сегодня около 40 человек. И это постоянный такой живой процесс. Довольно активно нерюнгринцы принимают участие в этой работе. Дети из пострадавших от паводка районов вернулись из отдыха в лагере «Орленок». 25 человек прибыло на 2 рейсах из Сочи. Пока в их селах активно велись работы по восстановлению жилья и социальных объектов, ребята провели в лагере в солнечном Краснодарском крае полную смену в 21 день. На протяжении всей поездки их сопровождали учителя. Дети поделились впечатлениями от отдыха и рассказали о том, что их возили на различные экскурсии. Также ребята катались на катамаранах, прыгали на батуте, завели новых друзей из разных регионов страны.
Мне очень понравилось там в Орленке. Там было очень много детей разных национальностей, из разных республик. Мне особенно понравилось, когда мы ехали в скалодроме, поднимались. Это когда мы карабкаемся на скале, на страховке. Еще дети купались в море, пляже. Было очень солнечно и насыщенно. Мне, в общем, смена очень понравилась. Блузки, костюмы, канцелярия, рюкзаки – далеко не полный перечень того, что можно найти на школьной ярмарке. В центре столицы на Комсомольской площади продолжает свою работу традиционный школьный базар. В этом году на 4000 квадратных метров развернут свои шатры более 140 предпринимателей и организаций. Кроме покупки необходимых школьных принадлежностей, на ярмарке можно будет принять участие в различных концертах, розыгрышах и презентациях. В их числе и благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в которой каждый может внести свой вклад. Совместно собранные школьные товары передадут школьникам из многодетных семей. Также будет организован сбор школьных принадлежностей для ребят Верхоянского района, пострадавших от половодья. У нас еще экологическая акция. У нас как бы там вот на конце ярмарки палатки есть большие. Там вот стоят вот специальные ограждения для макулатуры. Мы ее прессуем, потому что здесь много вот коробок всего, да. И как бы у нас раза 3 от недели вот забирают ее, а то еще и чаще. В прошлом году мы сэкономили 40 тысяч только на вывозе мусора. Это «Утро Якутии». Перед нашей паузой мы начали обсуждать вопрос подготовки к новому учебному году вместе с министром образования и науки Республики Саха-Якутия Ириной Любимовой. И продолжаем эту тему. Поговорили, да, уже именно о ремонтных составляющих, о укомплектованности кадров. Пришло время поговорить о нововведениях. Вот с 1 сентября в школах России, ну и Якутии, соответственно, планируют включать гимн России каждый день. Как будет внедряться этот проект в нашем регионе и какие еще, может быть, нововведения стоит ожидать? В этом учебном году перед нами стоят новые задачи. Мы об этом поговорим педагогической общественности во время августовского совещания традиционного. И, во-первых, это, конечно, воспитательная работа. Единая система воспитательной работы вводится по всей России. В прошлом году еще нам дали единую программу воспитательной работы, а в этом году новые установки дали. Так, это не только гимн России, флаг России, который мы должны поднять в понедельник, а в субботу должны спустить. Все по методическим рекомендациям Российской Федерации. Это и уроки о важном. Поговорим о важном. Уроки должны идти. Вот это и уроки истории с 1 класса. Это не отдельные уроки, это компонент уроков, значит, основы безопасности жизнедеятельности. У нас есть и еще и по религиозной культуре есть уроки. Вот основы религиозной культуры. Вот и компонент этих уроков будет история. Вот. И не только это, на самом деле воспитательная работа должна быть выстроена, единые воспитательные мероприятия должны быть по той программе, которую мы получили. И там есть компонент, который нам позволяет свою региональную программу реализовать. Поэтому мы в прошлом году всем школам раздали свою региональную обновленную программу РКИ Эргире. Это на основе наших национальных традиций сделана единая тоже система воспитательной работы. Поэтому воспитательная работа, планируем что будет очень интересной для всех детей и для всех работников, которые это организуют. Вот и говоря еще конкретно про гимны, мы вот перед эфиром, перед нашей беседой с вами разговаривали. В Якутии-то, в принципе, эта работа началась, можно сказать, загодя. Да, мы, конечно, как будто предполагали, знали, но я думаю, что в нашем регионе патриотическое воспитание вообще идет, очень сильная работа идет, традиции есть, поэтому мы помним, что еще с 2019 года наш Илдархан Айсен Сергеевич Николаев инициировал, чтобы в каждой школе пели гимны России, гимны нашей республики. Ну и многие районы тоже поют свои гимны.
есть даже школьные гимны свои. Поэтому это очень поднимает дух детей, патриотическое воспитание наших детей усиливает. Чувство единства, наверное. Обязательно чувство единства и ответственности детей воспитывает. Да. Ирина Павловна, спасибо большое за информацию полезную. Ну, будем надеяться, что все действительно в срок пройдет. 1 сентября все дети пойдут в школы, которые подготовлены и которые укомплектованы кадрами. Ну, а мы продолжаем мы тоже тему образования. В республике на днях стартовала акция «Помоги пойти учиться». В рамках этой акции на этой неделе подарки получила многодетная семья Новиковых. Они переехали в Якутск зимой из поселка Депутатский Усянского улуса. Живут в арендованной однокомнатной квартире. 2 детей перешли уже в 5 и 9 классы, а у Элины, младшей, прозвенит первый школьный звонок в школе номер 13 города Якутска. У многодетной семьи немало нужд, и сегодня очень они рады получить помощь в рамках акции «Помоги пойти учиться». Цель традиционной благотворительной акции является оказание адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Так, специалисты социальных служб совместно с органами профилактики и социальными партнерами не только дарят школьные принадлежности, но и записывают детей в образовательные организации, помогают в определении школы и оформлении выплат на школьную форму и получения соцподдержки. Отметим, что на учете Минтруда Республики находится более 2800 малообеспеченных семей, которые воспитывают 8000 детей. Им всем предоставляется адресная помощь в преддверии Дня знаний. Акцию все наши семьи, которые и на учете, пусть даже и не на учете, они ждут эту акцию. Некоторые даже, узнав акцию со стороны или из СМИ, приходят к нам, ну и спрашивают, можете ли вы нам тоже помочь. То есть мы практически стараемся помочь всем. Прошлогодние результаты и позапрошлогодние результаты показывают хороший уровень. То есть насколько много нас соберется, насколько мы объединимся, то достигаем хорошие, высокие результаты помощи семьям, каждой семье. Тем временем российские студенты вместе с учеными вернулись из экспедиции в Арктику на остров Северный. С 16 по 24 июля группа из 53 человек из 17 российских научных и образовательных организаций изучали изменчивость арктического климата. Более подробно об экспедиции в следующем материале. На кадрах видно, как участники прибывают на исследовательское судно «Профессор Молчанов», а затем на острове Северный собирают образцы для дальнейших исследований. Ученый Максим Червяков рассказал съемочной команде о целях экспедиции. Были высадки на остров Северный архипелага Новая Земля, там порядка 4-5 высадок, и высадка на остров Вайгач, это уже Южная Арктика. На многих из этих островах находятся ледники и такая, скажем, промежуточная форма между снежным покровом и ледниками, как снежники. И вот задача второго блока как раз была оценить изменчивость вот этих вот образований снежников, некого такого переходного слоя между снегом и льдом, на предмет изменчивости климата и погоды. По словам исследователя, путешествие на остров имело не только научную, но и образовательную цель. Так как ко мне в группу попали студенты, было там 5 человек с разных университетов страны, мы, соответственно, также вели еще образовательный блок, то есть помимо всего прочего мне приходилось еще читать лекции по метеорологии, по спутниковым методам измерения в Арктике, по истории Арктики, гидрометеорологических измерений. То есть это некий такой симбиоз науки и образования. Проект «Арктический плавучий университет. Меняющаяся Арктика» состоялся в 10-й раз. За это время в исследованиях приняли участие 675 человек из 53 университетов и научных институтов со всего мира. Программа экспедиции реализует концепцию ЮНЕСКО «Обучение через исследования», основанную на сочетании теории и научной работы под руководством ученых. Результаты исследований будут представлены осенью на конференции в Московском государственном университете. А сейчас пришло время узнать, какими же событиями сегодняшний день запомнился в нашей традиционной рубрике «Даты и события». На календаре 10 августа. Сегодня отмечают День благодарности группе «Дюран-Дюран», День долгих проводов, День «Побалуй свою собаку», День лени, Международный день
биодизельного топлива. Среди праздников последнего месяца лета есть День попутного ветра, который неофициально отмечают 10 августа все искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию. В этот день обычно проводятся различные соревнования на лодках, яхтах, катерах и других плавательных средствах. Закрытие чемпионатов по парусному спорту и другие проекты сопровождаются масштабными праздничными концертами, благотворительными акциями, аукционными торгами и гуляньями. Как правило, инициаторами выступают яхт-клубы, парусные школы и объединения спорта и туризма. По народному календарю в эту дату чтут память апостолов от 70 Прохора и Пармена. На эту пору приходится разгар сбора картофеля. Также начинают собирать первый урожай груш и выкапывают луковицы тюльпанов. В этот день отмечают свой праздник кузнецы. Этот день является неподходящим для торговых начинаний, иначе дела будут идти плохо. Высоко плывущие облака в небе предвещают сухие и солнечные дни. События в этот день. Португальский мореплаватель Диогу Диаш, потерявшийся во время бури, направлявшуюся в Индию флотилию Кабрала, открыл остров Мадагаскар. В Москве основан Новодевичий монастырь. Король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче. В Канаде совершен первый в мире междугородний телефонный звонок. В Англии была запатентована бутылка с закрывающейся пробкой на винтовой нарезке. В 2003 году на МКС состоялась первая в мире космическая свадьба. В этот день родились Степан Апраксин, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Генри Нестле, швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании Нестле. Александр Глазунов, русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Чарльз Дэроу, американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия». В 1895 году родился Михаил Зощенко, русский и советский писатель. Олег Стриженов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. В 1937 году родился Анатолий Собчак, советский и российский государственный деятель и политик. Андрей Краско, российский актер театра и кино. Именины в этот день отмечают Ян, Юлиан, Серафим, Прохор, Павел, Остап, Николай, Иван, Ефим, Василий, Акакий, Ирина, Илона, Елена, Арина, Антонина, Анастасия, Алена. На улицах по-прежнему еще тепло, лето хоть и начинает уходить, но тем не менее дневная температура держится в достаточно таких теплых диапазонах, но буквально через 1,5 месяца существенно похолодает. И пора уже задуматься о зиме, пора доставать из шкафов осеннюю и зимнюю одежду, привести ее в порядок. Засаленные рукава и воротники, а при этом сама куртка вроде бы особо и не грязная. Но тут можно обойтись и без профессиональной химчистки. Все это можно очистить в домашних условиях. Какие домашние средства при этом эффективны? Расскажем об этом в нашей рубрике «Полезные советы». Вывести засаленные пятна с пуховика вполне можно и в домашних условиях. Для этого можно воспользоваться дешевыми и подручными средствами. К тому же они не менее эффективны, чем магазинные средства. Сегодня мы расскажем о том, как почистить пуховик обычным хозяйственным мылом. Мыло запросто удаляет жирные пятна, при этом не оставляет разводов. Для чистки нам понадобится 70% хозяйственное мыло, губка, ее можно разделить пополам, и вода. Прежде чем приступить к процедуре, куртку нужно подготовить. Убрать все лишнее из карманов, снять капюшон. Затем губку намочить в воде, отжать, она должна быть не мокрая, влажной. Намыленной губкой нужно пройтись, сильно не втирая по засаленным участкам, внутренней стороне воротника, рукавов. Оставить на некоторое время, чтобы щелочь подействовала. И той же губкой, прополощенной в чистой воде, смыть мыло, стараясь при этом, чтобы вода не просочилась в утеплитель. Затем нужно промокнуть мокрые места тряпкой из микрофибры, либо обычным полотенцем. Сушить желательно на плечиках в вертикальном положении в хорошо проветриваемом помещении.
И вуаля! Без дорогих очистительных средств и профессиональной химчистки ваша куртка вновь как новая. Многие из нас питаются несбалансированно, не так, как рекомендуется. Но при этом питаться разнообразно и с пользой для здоровья по силам каждому. Вот как организовать свое питание, чтобы оно было и вкусным, и полезным, и сбалансированным, расскажет наш доктор. Доброе утро! Я вообще ничего не ем. Это у меня медленный метаболизм. Довольно часто я слышу от пациентов, что же говорит об этом наука. В ходе исследования было выяснено, что нет никаких доказательств замедления метаболизма в среднем возрасте. То есть метаболизм остается стабильным в возрасте от 20 до 60 лет. И нет, он не замедляется в возрасте от 30 до 40 лет и в период менопаузы. Основная проблема в том, что количество потребляемых калорий превышает фактический уровень расхода энергии. Если потребление энергии больше, чем траты, жировая масса начинает расти и наоборот. Когда начинаешь подробнее расспрашивать пациента о его питании, то выясняется много нюансов. Самые распространенные. Целый день почти ничего не ел, а ужин занял 1,5 часа перед телевизором. Перекусы каждые 2-3 часа, шоколадом, чипсами. Отдельно хочется отметить потребление большого количества соли. Например, в хлебе по ГОСТу в суточной порции около 1,5 грамм соли. Это много. Учитывая, что мы питаемся не только хлебом, употребление сока и газировки вместо воды. Размеры порции чаще не намного больше необходимого. Чтобы сбросить вес, нужно уменьшить калорийность рациона на 10-15%, чтобы организм сжигал больше калорий, чем расходует. Перекусы быстрыми углеводами вредны для метаболизма. Для ускорения обмена веществ нужно соблюдать всего несколько правил. Например, не игнорировать режим питания. Если вы питаетесь регулярно небольшими порциями, организм вырабатывает специальный гормон лептин. Он позволяет подавлять аппетит, что препятствует перееданию. Поэтому я рекомендую пятиразовый режим еды. Лучше, если он будет состоять из 3 основных приемов пищи и 2 перекуса. Для поддержания нормального метаболизма важно не пропускать завтрак. После качественной силовой тренировки метаболизм ускоряется примерно на 48 часов. Обменные процессы тормозят вредные привычки, курение, употребление алкоголя. Откажитесь от них. В городе Белово Кемеровской области собачка по кличке Линда обрела новую жизнь. Так, начальник одной из производственных служб сделал инвалидную коляску для собаки с парализованными лапами. Об этом благородном поступке подробнее в следующем сюжете. Волонтеры кормят животных на передержке и приводят в порядок территорию. А на их фоне бегает уже счастливая собачка Линда, которая передвигается на самодельной коляске. Животное с парализованными лапами нашли на свалке волонтеры и передали в частный приют. По информации СМИ, у четвероногой обнаружили пулю около позвоночника, что исключило возможность операции. Тогда на помощь пришел инженер-горняк Виктор Присяжнюк. Возили ее в Новосибирск, делали снимки. И врачи сказали, что операция не поможет. Решили собирать так деньги. Коляска на нее самая дешевая нашли 12, нормальная 16. За 10 совсем уже. Я увидел в интернете, что их делают с труб полипропиленовых. Посмотрел, сделал. По словам Виктора, коляску удалось сделать из подручных средств. Полипропиленовые трубы, уголки, все, колеса, ремни. Колеса в строй в магазинах во всех. Ремни в тканях всех. Это трубки у эти тоже надевается на трубки. 1900 она обходится, если самому так делать. Если паяльник все есть. Вместе с Линдой на частной передержке находятся и десятки других животных. Я таскала раньше животных к себе домой, в квартиру. И всегда мечтала о каком-то уголке, чтобы куда можно было принести животное, вылечить, пристроить. Поначалу, конечно, тяжело, потому что мало кто знает о моей передержке. Мало людей помогает, в основном только те, кто меня лично знает и с кем мы вместе спасали животных. Животных около 50, наверное. Около 50 животных, а денег уходит около, наверное, 20-30 тысяч в месяц. Коллеги Присяжнюка также решили помогать приюту.
Сегодня мы привезли десятки килограммов корма, сухого, крупы, мясные изделия. Поэтому думаем, что будут все сыты и благодарны. Но глаза животных – это великая благодарность. Инициативная группа предприятия привозит животным еду, а также помогает с обустройством территории. Забота о братьях наших меньших – это, конечно же, благородное дело, но не менее благородное, а порой и более благородное – это забота о товарищах, людях, попавших в трудную ситуацию. И вот говоря об этом, в столице региона с 2020 года работает приют «Мать и дитя». Это единственный семейный приют в республике, который дает кров и комплексную помощь женщинам с детьми, попавшим в социально опасное положение. Данный социальный проект ведет Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» за счет средств фонда президентских грантов и гранта главы города Якутска. Более подробно о деятельности приюта мы поговорим сегодня с куратором этого проекта Марией Васильевной Чемпиной. Мария Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите вообще, как появилась идея открыть такой приют? Ну, неужели есть востребованность? Неужели у нас в регионе действительно много женщин в таких ситуациях находится? Да, вот наш временный приют для женщин с детьми «Мать и дитя», попавших в трудную жизненную ситуацию, она реализуется с 2020 года, да? И да, вы подметили, что это Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» выиграли грант главы города Якутска. Вот. Да, востребованность, ну не то, что востребованность, да, к сожалению, то, что на сегодняшний день таких женщин у нас много. На сегодняшний день в приюте проживает 4 женщины и 4 ребенка. Вот в них. Ну так кто может попасть в приют и как? То есть, ну, какая это ситуация, при которой, ну да, имеет смысл обращаться к вам? Да, к нам обращаются женщины с тяжелой вот ситуацией, да, категории домашнее насилие, жестокое обращение, женщины, воспитывающие детей-сирот, да, которых нужно устроить в учреждении, да, вот, с такими. Ну а как вот, если кто-то сегодня, может быть, нас смотрит, кто-то вот в такой ситуации находится, как к вам можно попасть, куда-то позвонить, куда-то прийти? Да, к нам могут попасть по личному, да, обращению, также по ходатайству органов профилактики и округов города Якутска, вот, специалистов. И также могут, если, да, вот женщины в такую кризисную ситуацию попали, они могут позвонить к нам в приют по телефону 8 924 898 39 17. Ну вот на экране как раз номер. Да. То есть можно позвонить и, ну, там дальше. Да, могут позвонить, пойдет. Но если нет возможности, да, позвонить, бывает такая вот домашнее насилие, не могут вот громко разговаривать, да, по телефону, могут написать в WhatsApp по этому телефону или СМС, всегда на связи наши администраторы. А номер, вот этот, по которому можно позвонить, он, ну, круглые сутки работает или в рабочее время? То есть 24 часа? Да. Постоянно на связи. А вопрос, допустим, смоделируем ситуацию. Вот женщина, она звонит по этому номеру, вот конкретно там как-то дает о себе знать. Что дальше происходит? Как это все выглядит? Кто-то приезжает к ней на адрес? Нет, или она мы сама? выходим на связь вот этой женщине, и она сама приезжает. Мы к ним не ездим. Ну, вот на сегодня вы уже сказали, 4 женщины содержатся, ну, проживают в приюте, 4 детей. Вообще за 2 года реализации проекта сколько, ну, прошло человек через ваш приют? Через наш приют прошли 110 женщин с дня открытия. Достаточно такая большая цифра. Большая, да, цифра. Первый год чуть меньше было, и уже вот в 2021-2022 годах в 2 раза больше. А могут ли, ну, обратиться к вам не сами, собственно, там, женщины, да, а вот люди, которые понимают, что там вот их знакомая, там, может быть, родственница находится в такой ситуации, но сама не может, ну, не имеет возможности или там не хочет об этом сообщать, могут ли обратиться другие люди, которые хотят помочь вот женщине? Не хочет просто сообщать, да? Ну вот сама, допустим, она не хочет получить такую помощь и желает изменить. Ну, если... Да, если человек, вот женщина, ну любой человек, да, если хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону, то да, конечно, это возможно, мы можем
помочь. А если человек ведет асоциальный образ жизни, ну, и нет желания менять свою жизнь ни в какую-либо, да, хорошую сторону, ему уже ничем не поможешь, к сожалению. Тем более у нас проживают беременные женщины с новорожденными, малолетними, несовершеннолетними детьми. И вот таких мы не принимаем, кто как бы не соблюдает. Вот. Ну, мы сказали, что больше 100 женщин прошло через ваш центр. Сопровождаете ли после того, как они покидают центр, возвращаются там домой или куда-либо, продолжают дальше жить, сопровождаете ли вы их дальше? Так, по выселению наших постоялец, да, мы передаем семей в республиканский центр для несовершеннолетних, реабилитационный центр, и центр помощи семьям с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию «Алмаз», и они сопровождают, помогают нам. А кто-то еще помогает в реализации этого проекта? Да, у нас есть благотворители, помощники, да, и чтобы наших благотворителей не забыть, я бы хотела озвучить памятки. Нам помогает, вот, как я сказала, Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Они сопровождают наших семей. Якутская региональная общественная организация по защите семьи, материнства и детства «Милосердие». Они проводят нам беседы, тренинги, и они проводят вот крещение наших женщин и детей. А также оказывают гуманитарную помощь. И Союз женских организаций Республики Саха-Якутия проводит мастер-классы и беседы. Якутская городская общественная молодежная организация «Подросток» помогает вещами вот, наших постоялец и их детей. Окружная администрация города Якутска обеспечивает новогодними подарками детей наших постоялец ежегодно. Также волонтерское движение «Добрые дела» обеспечили стиральные машины продуктами, и многие благотворители, как магазин «Встреча», «Полоскун», «Анель», «Корея Мода», «Азбука» и сотрудники перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы и студенты медколледжа временному приюту продуктами, канцелярскими товарами, хозтоварами, да, это нам необходимо, мы как бы своими силами все это. Ну, приятно, что вы не одни, скажем так, в этом благородном порыве, столько организаций. Ну и вот говоря про помощь, недавно была новость о том, что учреждения оснастили спортивным инвентарем. Как это получилось, за счет, благодаря чему, благодаря кому получилось это реализовать, и какие вообще планы на будущее сегодня? Это тоже благодаря гранту, да. И мы выиграли грант главы города Якутска среди НКО с проектом «Спорт с мамой. Путь к успеху». Мы планируем также, также участвовать в различных конкурсах грантовых, чтобы оснастить и улучшить наш приют. В приюте, конечно, много что нужно улучшить, да, чем можно еще оснастить. И, к сожалению, последние годы вот очень жаркое лето и дымное же, да, и в комнатах приюта очень жарко, нет воздуха, и мы хотим, в планах есть оснастить кондиционерами. Вот. Также, если будут другие гранты, да, на улучшение деятельности, мы бы хотели также приобрести мягкий инвентарь, покрывала, подушки, одеяла. Потому что от нас живут маленькие дети, да, и все обветшало, все очень быстро портится и приходит в негодность очень быстро. Я думаю, с учетом того, что сколько организаций вас поддерживают, опять же, участие, грантовая поддержка, я думаю, все получится, и центр будет развиваться, потому что, действительно делаете хорошее, правильное дело, я считаю. Ну, а прямо сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о последних событиях, произошедших в республике и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу.
В арктических районах Якутии постепенно стартует отопительный сезон. По традиции первым вступил Алайховский район. Все 10 котельных поселка Чокурдах, сел Чкалов, Оленегорск, Началах и Русское Устье начали подавать тепло потребителям. Сформирован необходимый объем топлива. Также сегодня начнется опережающий отопительный сезон в Верхоянском районе для просушки пострадавших во время дождевого паводка домов. 14 новых мобильных медицинских комплексов на базе КАМАЗ, поступившие благодаря реализации национального проекта здравоохранения, активно выезжают для профилактического осмотра и диспансеризации жителей отдаленных поселений республики. Мобильные комплексы выполняют главную задачу – обеспечивают доступность качественной медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах, вследствие чего пациентам не приходится выезжать за пределы своего поселка. Так, с 1 по 5 августа врачи Нюрбинской центральной районной больницы провели выездные медицинские осмотры в селах Кюндядя, Маар и Жархан. В составе мобильной бригады в Наслегах работали хирург, отоларинголог, кардиолог, невролог, врач УЗИ и медсестры. Выездной медосмотр прошел 121 человек. В преддверии Дня знаний многодетной семье Новиковых вручили школьные принадлежности в рамках акции «Помоги пойти учиться». Они переехали зимой из поселка Депутатский Устьянского района. Живут в арендованной однокомнатной квартире. Двое детей перешли в 5 и 9 класс, а у младшей дочери прозвенит первый школьный звонок в столичной школе номер 13. У многодетной семьи немало нужд, и они очень рады получить помощь. Целью традиционной благотворительной акции является оказание адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Практически стараемся помочь всем. Прошлогодние результаты и позапрошлогодние результаты показывают хороший уровень. То есть насколько много нас соберется, насколько мы объединимся, то достигаем хорошие, высокие результаты помощи семьям, каждой семье. В Якутске отметили Международный день коренных народов мира. На площади Орджоникидзе проходит ежегодный обрядовый праздник малочисленных народов Севера «Кочевье-2022». В этом году мероприятие посвятили теме роли женщин коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний. Торжественное открытие праздника началось с шествия парада народов Якутии и традиционного обряда очищения. Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов в России, столетию якутской автономии и Году матери в республике. Мы должны смотреть и поддерживать все те традиции и обычаи, которые есть у коренных народов Севера и вообще у всех коренных народов. Потому что наша страна сильна именно тем, что мы все коренные народы нашей страны поддерживаем свои традиции, свои обычаи, свою культуру. И этим мы сильны, и этим сильна наша страна Россия. Тем временем 5 студентов Северо-Восточного федерального университета из числа коренных малочисленных народов Севера стали стипендиатами Минобрнауки. Среди них 4 обучаются в Институте языков и культуры народов Северо-Востока России. Студенты исследуют этнокультурные компоненты – язык, фольклор, литературу, традиционную культуру как области, представляющие мировоззрение, психологию и национальные особенности этносов. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Ну и продолжая, подхватывая мотив наших коллег, говоря про Международный день коренных малочисленных народов мира, в Якутске минувшим днем состоялось открытие выставки «Серекте. Нить судьбы». Экспозиция представила более 200 работ мастеров и художников и была приурочена открытию региональной общественной организации «Лаборатория одежды коренных малочисленных народов Севера Якутии». Продолжит тему Саргалана Неустроева. Этнические мотивы сегодня прослеживаются практически в каждом художественном произведении, от кинематографа до высокой моды. А в Якутии и вовсе этнос активно развивается как бренд региона. Но это все про интеграцию элементов народной культуры в современный быт. А вот сохранить настоящие традиции представители лаборатории одежды коренных малочисленных народов Севера решили буквально.
Все представленные комплекты – это то, что буквально носили столетия до нас. А ведь переосмысливать данные образы можно и сегодня. Более того, аналоги настолько теплой и практичной одежды все еще не изобретены. Вот что значит: не знаешь прошлого, не имеешь будущего. И, конечно, представлены работы молодых современных авторов, которые стараются перенять наследие предков и правильно трактовать технологию обработки материалов, соблюдать орнаментальные каноны. Это тоже целое искусство. Задача, я думаю, даже этой лаборатории, нашей выставки, показать, что надо любить свою культуру, надо бережно относиться к традициям. Сегодня в 21 районах республики проживает более 32,5 тысяч представителей малочисленных народов Севера. Все они носители уникальной культуры, которая с каждым годом рискует исчезнуть. Проект же, по словам его инициатора Елены Голомаревой, привлечет районы к тому, чтобы сохранить и популяризировать национальные особенности быта и культуры. Поднять вот именно местное население на уровне муниципальных образований. Сегодня уже создается реестр мастеров, которые были когда-то. Да? Мы их работы фотографируем, мы их работы будем пытаться сохранить в музеях. И это мы посвящаем Дню коренных народов мира, которая объявлена Организацией Объединенных Наций. И мы считаем, что в нашей республике вопросам культурного наследия обращается очень большое внимание. Экспозиция мастеров и художников Серектени и связующие века будет работать с 8 по 21 августа в Национальном художественном музее республики. Увидеть ее уникальный шанс узнать историю своей родины и, может быть, вдохновиться мастерством предков. Саргалана Неустроева, Виктор Дьячковский, Якутск. Ну что ж, на этом мы наш эфир сегодняшний завершаем. Завтра в это же время, в этой же студии мы вновь встретимся, встретим новый день. Ну а на сегодня желаю вам отличного настроения, плодотворного рабочего дня. Ну или просто, если вы в отпуске, хорошенько отдохните, наслаждайтесь последними днями лета. До завтра.